Добрый день! Сегодня я хочу представить вам одну из важных частей мемориала памяти и славы – барельеф «Современная Ингушетия». Барельеф представляет из себя монументальное сооружение из бронзы размером 3 на 4 метра, авторами которой являются скульпторы Владимир Сержантов-Шульц, Геннадий Кутлыбаев и художник Сергей Костюк. Становление ингушской государственности проходило в условиях социально-экономического и политического кризиса в России. Самым переломным этапом в развитии ингушской государственности в начале 90-х годов XX века явились трагические события осени 1992 года в пригородном районе Владикавказья. Осенью 1991 года Чечня отделилась, провозгласив создание Чеченской республики. Ингушетия оказалась в подвешенном состоянии. Определяющим для ингушского народа моментом стало 15 февраля 1991 года, когда в городе Назрань на съезде народных депутатов и советов всех уровней была принята декларация об образовании Ингушской республики в составе РСФСР. 30 ноября 1 декабря 1991 года состоялся референдум ингушского народа в Назрановском, Малгобекском, Сунжском районах Северной Осетии, городе Грозном, Казахстане, Кыргызстане и в городе Москве. За образование Ингушской республики проголосовало более 97% избирателей. По итогам референдума 15 февраля 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин обратился к Верховному Совету Российской Федерации с законодательной инициативой об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Верховный Совет принял закон Российской Федерации об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. 4 июня 1992 года президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. 10 декабря 1992 года съезд народных депутатов Российской Федерации постановил утвердить статью 1 закона Российской Федерации об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Вследствие этого Верховному Совету, президенту и правительству Российской Федерации следовало принять меры по формированию органов законодательной и исполнительной власти Республики Ингушетия. Процесс формирования органов государственной власти и Республики Ингушетия был крайне сложным и проходил в условиях режима чрезвычайного положения. Но несмотря на противодействие властей инициативной группы из числа общественно-политических деятелей, удалось созвать и провести чрезвычайный съезд ингушского народа, который учредил пост президента Ингушской республики, утвердил положение о президенте, о ЦИКе, а также временное положение о выборах президента республики. На съезде была выдвинута кандидатура на пост президента республики Руслана Султановича Аушева. На прошедших выборах первого президента 28 февраля 1993 года подавляющим большинством голосов президентом был избран Руслан Султанович Аушев. В феврале 1994 года народным голосованием была принята Конституция Республики Ингушетия, избран парламент. Были сформированы органы государственной власти и управления. Конституция провозгласила республику демократическим, правовым, светским государством, образованным на основе реализации народом Ингушетии своего неотъемлемого права на национальное государственное управление. Строительство ингушской государственности происходило в непростое время. На территории республики находились десятки тысяч беженцев из пригородного района. На эти же годы пришлись две войны в Чеченской республике. Ингушетия приняла сотни тысяч беженцев из Чеченской республики. По существу помогла им выжить в условиях надвигавшейся гуманитарной катастрофы. В 1994 году Ингушетия была объявлена зоной экономического благоприятствования, в которых в 1994 по 1999 годы в льготном режиме работало около 7 тысяч предприятий. Было воздвигнуто свыше 100 различных объектов на территории республики, в том числе Ингушский государственный университет, аэропорт, ГТРК Ингушетия. Начато строительство города Магаса, полная газификация всех населенных пунктов республики. В 2002 году президентом Республики Ингушетия был избран Мурат Магомедович Зязиков. С 2002 по 2007 год за счет средств всех источников финансирования было возведено и реконструировано десятки объектов производственной, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры. Также в том числе жилые дома для преподавателей Ингушского государственного университета, завод антенно-мачтовых сооружений, первый в республике Центр охраны материнства и детства. Средний душевой денежный доход населения за эти годы увеличился в 2,7%. Указом президента Российской Федерации от 8 октября 2007 года городу Малгобеку было присвоено высокое звание «Город воинской славы». В 2008 году президентом Республики Ингушетия стал Мунизбек Бамазгриевич Евкуров, с фигурой которого связан новый этап развития республики. Основной задачей главы республики на этот период была борьба с терроризмом, укрепление безопасности. В 2019 году после отставки Евкурова главой республики был назначен Кальматов Махмуд Али Макшарипович, который, начиная с 1990 года, работал в органах прокуратуры Самарской области. С фигурой Калиматова связан новый этап консолидации ингушского общества, с переходом которого наметились определенные направления в решении жизненно важных задач.
стоящих перед республикой. Несмотря на то, что за последние более 2 десятков лет экономическая и социальная ситуация в республике заметно улучшилась, построено более 30 социальных и промышленных объектов, значительная часть из которых учреждения образования, культуры и здравоохранения, в том числе летний амфитеатр, мемориал памяти Исавы, муниципальные дома культуры, НТРК «Магаз», Малгобекский мясомолочный комбинат, республиканская стоматологическая поликлиника, многоквартирные жилые дома, ряд спортивных объектов, реставрация исторических памятников, расположенных в горном Джайнахском районе. Несмотря на все это, остается очень много проблем, касающихся повышения социального обеспечения населения республики. На современном этапе развития республики проблемы уровня жизни населения и фактор, определяющий его динамику, имеют важное социальное и политическое значение.